Доброе утро. Это новый день настает. 27 декабря на календаре. Сегодня я сказал это слово, не календаре, как было вчера. И Катерина Корова, Павел Танин вновь, как и всю неделю, вместе с вами просыпаемся, встречаем последние дни уходящего года. И Да, столько, всего 4 дня, и уже мы в 2024 году будем. да, Да. вот уже, И вот совсем уже скоро. кто-то уже мысленно там. Если вы из тех людей, расскажите, как там в 24-м, все ли хорошо. Вот. Ну, будем сегодня, конечно, много всего интересного рассказывать. Забываем, что да, всю неделю мы этим занимаемся прекрасным делом. Елочка стоит у нас всю неделю. Да, Замечательные серебряные елочные украшения мы разыгрываем на протяжении всех этих дней. Ну и сегодня вас тоже ждет такой отдельный сюрприз. Также можете получить в подарок. что-то с этой вот прекрасной Да, елочки. что-то с этой Как прекрасной сказал великий мемный классик, елочка вам нравится, елочка не нравится. Ну а что сегодня нас ждет в эфире? Сегодня, 27 декабря, отмечается День спасателя. В связи с этой прекрасной знаменательной датой мы ожидаем в гостях Андрея Карповича, заместителя начальника управления поисково-спасательных работ. Да, ну поэтому по поводу этого полезные советы будут, помимо спасательной тематики. Поговорим про потенциальные, скажем так, да, какие-то сезонные росты заболеваемости вирусными инфекциями. И не только. Все это в ближайшие 50 с небольшим минут. Ну а прямо сейчас, конечно же, начнем с того, что узнаем, что за окном нас ждет. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 38-44 градуса мороза. В Заречной группе от 36 до 47. В Южных 24-32, в Вилюйской группе 36-39. В Нижнеленских 40-42, в Западных 28-29. В Колыме-Дигирской группе от 41 до 53 уже сегодня в Устнере. В Янских от минус 30, минус 46. На северо-западе 29-34. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 42 градуса мороза. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Штиль. Ну а днем обещают нам небольшой снег. Ветер северо-западный подует со скоростью 1,5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 34-36 градусов. А прямо сейчас информация о последних событиях, произошедших в республике и за ее пределами, они расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. По приказу Министерства ЖКХ установлен режим повышенной готовности по обеспечению устойчивого функционирования объектов ЖКХ и энергетики. Об этом сообщили на очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения республики в целях бесперебойной работы объектов ЖКХ и энергетики в период новогодних праздников. Во время совещания заслушали доклад Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, информацию Якутскэнерго и Теплоэнергосервис, а также выступили муниципальные образования и рассказали о готовности к прохождению новогодних и рождественских праздников. С начала отопительного сезона мы видим ряд аварийных ситуаций, которые возникли, скажем, на линиях водоводных, где-то электрические снаряжения, технологическое оборудование старое. В этом плане, понятное дело, что свой ресурс они уже изношены, и в этом плане мы сталкиваемся с такими, скажем, мелкими штатными ситуациями. Но надо дать должное, что люди, которые работают в наших организациях, они работают достойно, и все аварийные ситуации устраняется своевременно. В Ниренгринской больнице открывается новое отделение. Это стало возможно благодаря новому оборудованию, которое было приобретено компанией «Колмар». Современный операционный микроскоп для хирургии и имплантологии, а также необходимые комплектующие для полноценной работы аппарата позволят шить сосуды, в том числе нервы, видеть мелкие образования и позволят расширить спектр оказываемых медицинских услуг. Уже в ближайшее время отделение начнет свою работу, а пациенты смогут получить оперативную и качественную помощь, не выезжая за пределы Ниренгринского района.
Вот. Это оборудование нам необходимо прежде всего для лицензирования и для открытия нового вида деятельности по челюстно-лицевой хирургии, что позволит нам оперировать больных с переломами лицевого скелета, переломами челюсти, вот, для реконструкции тоже лицевого скелета. Ну и вот микроскоп он нужен для таких микрохирургических операций по оказанию высокотехнологической медицинской помощи. Органами службы занятости населения продолжается работа по содействию в трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Всего в службу занятости обратилось 90 участников специальной военной операции и трудоустроены 36 человек. Профессиональное обучение и дополнительное профобразование прошли около 40 человек по профессиям водитель погрузчика, машинист бульдозера, слесарь и другие. Кроме этого, 6 человек получили финансовую поддержку при открытии собственного дела. Членам семей участников СВО также продолжается предоставление государственных услуг в области содействия занятости. В поиск и работу в службу занятости обратились 176 человек, из них трудоустроены 110 человек. Профессиональное обучение прошли 44 человека. При поддержке службы занятости собственное дело открыли 20 человек. Они открыли собственное дело по видам деятельности: фотоуслуги, ведение личного подсобного хозяйства, массажный кабинет, оказание косметических услуг. На сегодня на учете в службе занятости состоят 33 человека. Работа по их трудоустройству продолжается. Новогодние и рождественские праздники – время массового запуска пиротехнических изделий. Инспекторы МЧС провели рейд по местам реализации данной продукции. Инспекторы проверили качество продаваемой продукции в точках реализации салютов, а также соблюдение правил хранения и правил пожарной безопасности. Инспекторы контролируют все пункты реализации пиротехники. Рейды будут проходить ежедневно до конца новогодних праздников. А мы напоминаем, любая пиротехника нуждается в правильном обращении и соблюдении правил безопасности. Необходимо приобретать только сертифицированную пиротехнику. При покупке пиротехнических изделий нужно обращать внимание на целостность коробки. Также на каждом пиротехническом изделии имеются сертификаты. Проверяйте сертификаты. В сертификатах указан срок годности. Проверяйте в самих пиротехнических изделиях инструкции, чтобы они были написаны на русском языке. И уже при реализации в инструкции все написано, там радиус, сколько запусков и так далее. Все указано в инструкциях. Ознакомьтесь при уже реализации, при использовании. Доброе утро. Вы смотрите «Утро Якутии». Мы продолжаем. И у нас продолжаются также и подарки для вас. Да, всю неделю, и сегодня целых 2 подарка можно получить, а получит эти подарки тот, кто первый ответит на вопросы, которые мы зададим, и ответит правильно, самое главное. Вопросов будет 2, подарка сегодня тоже будет 2, соответственно, и обладателей подарка тоже будет сколько? 2. Да, ну, Совершенно верно. чисто гипотетически, наверное, может быть, это один и тот же человек, но тем не менее мы думаем, что это будут 2 разных человека. Первый наш подарок — это билет на концерт вокально-инструментального ансамбля «Добрые молодцы», который называется «Золотые хиты на бис». А второй подарок — это традиционно уже серебряная елочная игрушка, вот на этой елочке расположенная. Чтобы получить эти подарки, как я уже сказал, нужно в Телеграме нашем, там вопросики мы продублируем, ответить на, собственно, то, что мы сейчас зададим. Первый вопрос звучит, ну, наверное, это будет вопрос для того, чтобы получить билет на концерт вокально-инструментального ансамбля. Да. Звучит этот вопрос следующим образом. Какой оркестр традиционно дает новогодний концерт утром в день Нового года? Так, и, внимание, второй вопрос. Чтобы получить серебряную елочную игрушку, вам нужно правильно ответить на следующий вопрос. Из-за чего пришла идея делать елочные игрушки в виде шаров? Мы желаем каждому удачи, с каждым днем желающих выиграть, да? Свои получить подарки. в качестве подарка Да. вот эти вот замечательные игрушки, билеты становятся все больше. И не Поэтому- забываем, что вот там вот QR-код, вот, значит, на Telegram, сканируем, попадаем, вопросы там есть, на них отвечаем. Да, обязательно вот только так. Да. Пусть победит умнейший Умнейший, быстрейший, я бы сказал, и эрудированный. быстрейший, да. Да, ну а сегодня 27 декабря, как мы уже говорили, и давайте узнаем, какими событиями сегодняшний день знаменателен.
На календаре 27 декабря. Сегодня отмечают День спасателя, День шиворот на выворот, День вырезания снежинки из бумаги, День фруктового пирога. По народному календарю в этот день почитают память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана. Традиционно этот день посвящали уборке. Считалось, что порядок в доме способен отпугнуть нечистую силу. Люди верили, что нечистая сила боится воды, поэтому было принято часто умываться. Теплая погода в этот день сулит жаркое лето. События в этот день. Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции. Сталин объявил о раскулачивании и повсеместной коллективизации в сельском хозяйстве. В этот день введена единая паспортная система в Советском Союзе, образована паспортно-визовая служба. Был создан Международный валютный фонд. 27 декабря принято постановление Совета министров РСФСР об образовании Российского корпуса спасателей. В Москве в этот день в Серебряном Бару открыт живописный мост. В этот день родились Луи Пастер, французский микробиолог и химик, Павел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи, Людовик Замингов, польский врач, лингвист, создатель эсперанто, Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса, Лариса Латынина, советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка, общественный деятель. В этот день также родились Николай Сличенко, советский российский актер, режиссер, певец, педагог, народный артист Советского Союза, Эммануил Виторган, советский российский актер театра и кино, народный артист России, Сергей Бодров, российский актер, режиссер, сценарист. Именины сегодня отмечают Николай и Ларион. Ну, как было уже сказано, сегодня отмечается День спасателя, 27 декабря 1990 года. Это вообще дата образования МЧС России. По указу президента Российской Федерации сравнительно небольшой по численности Российский корпус спасателей превратился в целое федеральное министерство. Сегодня его многотысячный высокопрофессиональный коллектив осуществляет свою благородную миссию не только в России, но и в случае необходимости в любых точках мира. Спасатель – одна из самых нужных и важных профессий. Мы все это знаем. В руках тех, кто несет службу в подразделениях МЧС России, безопасность людей, их спокойствие и уверенность в своем будущем. В подразделениях МЧС трудятся настоящие профессионалы, люди, для которых обычной и повседневной работой является постоянный риск, которые ежедневно предотвращают тяжкие последствия катастроф, разгула стихии или просто идут на выручку тем, кто попал в сложную ситуацию. Отвага и мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей всегда отличали представителей этой профессии. Высочайший профессионализм, опыт и умение найти выход из самых сложных, подчас экстремальных ситуаций. Все эти качества позволили спасателям завоевать авторитет и уважение россиян. Ведь каждый день работы здесь оценивается самыми дорогими показателями, спасенными человеческими жизнями. Ну и, конечно, речь идет не только об МЧС, потому что, вроде как у нас общепринято, что МЧС — это вот МЧС и все. Да, есть, конечно, и служба спасения. И вот как раз сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Карпович, заместитель начальника управления поисково-спасательных работ службы спасения Якутии, спасатель первого класса, заслуженный спасатель республики. Андрей Владимирович. Доброе утро, с Здравствуйте. праздником вас. Спасибо большое. Вот. Ну вот мы сейчас рассказали, да, такую тираду, да, про вообще спасателей. В принципе, действительно сложная и при этом такая благородная миссия, благородная работа. Как вы в нее пришли, как попали? Ну, я пришел, впервые, можно сказать так, познакомился с этой работой тогда, когда еще министерства не было. То есть я пришел после школы работать инструктором туристического клуба, а тогда существовала только туристическая контрольно-спасательная служба, которая состояла вообще из 2 человек. И все по республике вообще. Остальные все были общественники. Вот, поэтому первый раз вот, по-хорошему спасателя я увидел тогда, когда приехал на курсы, меня отправили в Москву. И там я первый раз увидел таких людей, увидел, чем они занимаются. И, естественно, глаза у меня загорелись. И после этого я стал работать в этой структуре и работаю до сих пор.
Мгм. А если вот вспомнить самый такой один из первых дней, когда вот вы действительно поняли, что вы рискуете своей жизнью, вот что это за была ситуация, ну или одни из первых таких вспоминающихся. Ну, мне сложно, если честно, ответить на этот вопрос, потому что как-то мне не запомнилось, потому что это нормальная работа. Тем более, что у нас, вот если посмотреть, вот даже по всей стране службы работают, в некоторых службах люди работают, грубо говоря, целую профессиональную жизнь, но они никогда не попадают на какие-то большие работы, и поэтому получается такое понятие, как профессиональное выгорание. Слава богу, что у нас этого нет, потому что работы у нас предостаточно. То есть вот даже если вот посмотреть вот предыдущие года, да, у нас было, допустим, за год там 1200-1300 в год проведенных работ. А сейчас у нас эта цифра снижается. То есть, допустим, вот за этот год там у нас всего 750. Но это связано с тем, что мы очень много проводим профилактических работ. Очень много. Здесь так же, как и со здоровьем, лучшее лечение, профилактика. Да. Вот. Ну, понятно, что работа как бы такая не статичная. Понятно, что там, сегодня может быть такой вызов, через неделю Никогда не совершенно знаешь. другой. Никогда. Да. Но если вот так усреднить, то есть какое-то вот среднее арифметическое получить, как в среднем день спасателя проходит? Обычный день. Обычный день начинается с развода. Ага. У нас это так, то есть одна Ага. смена У вас это заступает. так Да, называется. так и называется развод. Да, поэтому принимаем оборудование, естественно, вызова количество разное. И вот вы сказали, там, усреднить. У нас не получается как-то усреднять. Почему? Потому что нет повторяющихся спасательных работ. Они все разные. Даже по каким-то тонкостям, по деталям они разные. Даже такая простая вещь, там, как, допустим, вскрытие дверей, где-то свет не такой, где-то настроение не такое, где-то хозяин там, злой или там, нервный, где-то еще что-то. То есть это невозможно. Это вроде как дверь-то одна. Она может повториться там, через полчаса, но обстоятельства абсолютно другие. То есть фактически каждый случай, он всегда первый. Да, практически, да. И вот как раз от способности спасателя выполнять, делать свою работу вне зависимости от этих мелочей, вот это и есть самое главное. То есть делать прежде всего для людей добро. Андрей Владимирович, а если вспомнить самые сложные операции этого года? А может и не сложные? Ну, не скажу, вообще год у нас, с одной стороны, вроде как и по результатам он вроде бы и неплохой, но вне всякого сомнения есть мгновения, ну не мгновения, а есть моменты, которые все равно остаются внутри. Это прежде всего то, когда мы по каким-то причинам не смогли выполнить свою работу. Я сейчас не буду говорить там конкретно, но, к сожалению, это все равно есть. Мы над этим работаем, мы это анализируем, изучаем, обговариваем это, делимся опытом. Но, к сожалению, такие моменты есть. Ну, это как бы часть работы и естественный момент, мне кажется, профессиональной деятельности. Но вот грядут новогодние праздники. На самом деле тоже, как бы, несмотря на всю радость, на весь позитив, люди его ждут. Тем не менее, вот эти длительные выходные тоже считаются таким, мне кажется, опасным периодом. То есть, и, допустим, дорожная полиция на дорогах очень сильно бдит. Вообще, в принципе, правоохранительные органы в усиленном режиме работают. Чего вот с точки зрения, да, вот вашей профессиональной деятельности, да, когда вот ваша помощь необходима, чего людям стоит опасаться в праздники грядущие? Ну, по опыту могу сказать, что вот у нас тоже есть определенная сезонность. То есть, зная то, что у нас сейчас впереди длинные праздники, да, мы, естественно, у нас дежурство, естественно, усиление, значит, то есть численный состав, значит, больше смены выходит. Ну, к чему прежде всего готовимся, знаем, что самое такое, что может произойти, это различные, как мы их называем, разморозки. То есть где-то, значит, у нас аварии в коммунально-энергетических сетях могут. Поэтому у нас все готово. Там генераторы, тепловые пушки, уже все проверено, все стоит. То есть в случае введения режима чрезвычайной ситуации мы в течение часа обязаны прибыть на работу. И еще нам дается полчаса, чтобы загрузиться и выехать. То есть
Главная опасность — это холода все-таки, по большей части. Ну, это сезонно. Сезон. Кроме этого, никто не снимает там обыкновенных, потому что все равно у нас люди, у нас 9 филиалов, поэтому мы дежурим по городам, по поселкам, по районам, поэтому все. Андрей Владимирович, мы знаем, что мы завершаем наш разговор, знаем, что вы очень хотели поздравить своих коллег сегодня. Да, с большим удовольствием. Я поздравляю с профессиональным праздником, Днем Спасателя, своих коллег со службы спасения, своих коллег различных других служб. У нас есть и федеральные, у нас есть городские, у нас есть пожарные части. Всех их с праздником поздравляю. Поздравляю ветеранов. Хочу сказать большое спасибо руководству нашей республики, потому что внимание нам уделяет все больше, и все это направлено на защиту людей, на наше здоровье. Мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям вашим коллегам, Спасибо. потому что действительно благородная, как я уже сказал, профессия. Спасение жизни человека, ничего, мне кажется, дороже Андрей быть не Владимирович, может. вам спасибо за вашу работу. И еще один короткий вопросик, такой буквально в 2 словах. В своей работе кофе как-то вас встречается, помогает ли? Начинается ли день с кофе у вас? Я вообще кофе не пью. Вот. С одной стороны, тоже полезно. Чай лучше, согласен я с этим. Но почему мы заговорили про кофе? Потому что, знаете, немногие даже знают, как правильно произносить, оказывается, его. И вообще, откуда же пришел этот напиток в нашу жизнь? Давайте узнаем. Ваш кофе. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро, дорогие телезрители. Я думаю, что среди вас есть сейчас многие, кто сидит за чашечкой такого чудесного напитка, как кофе. Но кофе обладает не только чудесным ароматом, прекрасным вкусом, но и еще многими интересными особенностями с точки зрения возникновения в языке и культуры употребления. Итак, давайте говорить о том, как же кофе попал в наш язык. Итак, во-первых, в этимологическом онлайн-словаре Льва Владимировича Успенского указывается, что когда мы говорим «кофе», мы используем арабское слово. Дело в том, что когда-то словом «кафе» называлась местность в Эфиопии, а Эфиопия – это родина кофейного дерева. Арабы сделали из этого кофе свое слово «кахве» или «кава» и называли им и напиток, и плоды, и то самое дерево, плоды которого используются для изготовления напитка. Оттуда, из арабского языка, слово попало в европейские языки. И здесь тоже появилось очень много вариантов наименования этого напитка. И напитка, и дерева, и плодов этого дерева. Итак, в Англии появилась кафе, у французов появилось кафе, в Германии кафе, в Нидерландах кофе. И уже из Голландии это слово пришло к нам в русский язык. Когда это слово было заимствовано, то русские люди, наши прадеды, они это слово немножко, что называется, адаптировали к русскому слову «чай». И действительно, мы с вами, если используем литературную речь, говорим в официальной обстановке, то мы с вами говорим это слово на западноевропейский манер. Мы говорим с вами «кофе». А вот в разговорной речи можно и кофейку выпить. То есть это старое название кофеек, кофей, сохраняется до сих пор и в нашей современной речи. Вторая особенность слова «кофе» связана с тем, что во времена, когда это кофе пришло в русский язык из голландского, то не говорили «кофе пить» или тоже «какао пить». Кофе и какао предполагалось откушивать. И в произведениях наших писателей-классиков мы с вами нередко встретим именно такую фразу, что какой-то там герой кофе откушал.
Надо сказать, что во времена Петра I, то есть именно в то время, когда кофе появилось на столах россиян, вариантов названий у этого напитка было очень много. Его называли и кафе, и кофе, и кахвей, и кахей. Это было связано с тем, что слово это по-разному произносится в западноевропейских и восточных языках. Ну и третья особенность слова кофе – это его род. Об этот род слова кофе сломано немало лингвистических копий. И существует действительно несколько версий. Мы с вами знаем, что в литературном языке слово «кофе» – это существительное мужского рода, хотя, казалось бы, родственное какао среднего рода. И почему же кофе стало мужским родом, стало словом мужского рода? Дело в том, что по одной версии это связано с тем, каково обозначение рода в том языке, откуда слово «кофе» было заимствовано. Во-вторых, придерживаются мнения, что вот мужской род слова «кофе» как раз отражает ту старую форму «кофе», которая была принята в нашем языке при заимствовании этого слова. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Доброго, бодрящего вам утра. А 27 декабря 1991 года Якутская Саха-ССР переименована в Республику Саха-Якутия. В этот день Верховный Совет Якутской Саха-ССР 12-го созыва принял постановление номер 767-12 о переименовании Якутской Саха-ССР в Республику Саха-Якутия. Также в этот день принял присягу первый президент республики Михаил Николаев. Пост президента республики был учрежден в октябре 1991 года. На первых выборах президента республики приняли участие 74,9% от включенных в списки избирателей, или 502 846 человек. За кандидатуру Николаева, занимающего тогда пост председателя Верховного Совета Якутской Саха-ССР, проголосовали 385 715 якутян, или 76,7% от числа избирателей. Второй кандидат набрал 7,3%. Вице-президентом был избран Вячеслав Анатольевич Штыров. Паша, как считаешь, какой самый универсальный подарок в любое время года? Всегда утверждали, что книга, но я с этим не согласен. У всех, Помимо книги. Помимо книги, ну, кто-то, наверное, скажет, что деньги, да, универсальный такой момент. Деньги тоже. Я деньги подарком вообще не считаю, А вот в качестве такого красивого приложения? Я думаю, что все-таки что-то, что как бы покажет человеку, которому ты что-то даришь, что ты вот немножко пораскинул мозгами, попытался что-то подумать, ну, немножко, так сказать, уделил времени там человеку, которому даришь подарок. Угу. Подарок. Подарок. Ну, все. Все. Ну, помимо основного подарка, очень приятно всегда получать, конечно же, цветы. Да, ну и Новый год — это не исключение, мы будем их и дарить, и получать наверняка. Как же сохранить их дольше? Вряд ли мне кто-то цветы подарит. Как же сохранить их дольше? Ну, я надежды не теряю, по крайней мере. Ну, действительно, ну, девушкам цветы дарить нужно. Давайте посмотрим, чтобы они как можно дольше стояли у нас. Любоваться ярким букетом в вазе хочется как можно дольше, правда? Поэтому поговорим сегодня о самых простых, но проверенных и действенных способах, как сохранить жизнь букету на долгий срок. Итак, первый действенный способ – оторвите нижний лист. Это поможет в воде дольше оставаться свежей. Обновите срез стеблей острыми ножницами или ножом под прямым углом. Делать срезы нужно очень острым ножом. Обламывание и выкручивание стеблей и веточек нам не подойдет, так как есть риск сильно измять и повредить влагопроводящие сосуды цветов, то есть те части цветка, через которые он будет пить, чтобы простоять в вазе подольше. Сделайте прокол под самым основанием бутона иголкой. Таким способом мы даем возможность воздуху беспрепятственно выходить. Ставьте букет в холодную воду. Можно добавлять кусочки льда время от времени в вазу. А вот воды в вазе нужно немного. Лучше ее чаще менять и подрезать цветам стебель на полсантиметра или на сантиметр. Обновляя срез, мы улучшаем питание бутона.
Именно эти способы вам помогут сохранить цветы дольше, чем обычно. Ну, а Москва засияла новыми красками в преддверии Нового года. Территорию Ростокинского акведука, ВДНХ и окрестностях Чистых прудов украсили яркими световыми инсталляциями. На кадрах москвичи и гости столицы фотографируются на фоне фигур белых медведей, гуляют подаркой из еловых веток около стен акведука, а также пробуют свои силы в конькобежном спорте и фигурном катании недалеко от станции метро «Чистые пруды». 28 ноября заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что к Новому году в столице разместят свыше 4900 световых декоративных конструкций и более 1000 искусственных елок. В пресс-службе мэра Москвы также отметили, что для украшения используется современное энергосберегающее оборудование со светодиодами, которые при этом безопасны и функционируют в любых погодных условиях. Вот наверняка кто-то планирует новогодние праздники провести в столице нашей страны. Да, и вот согласись, такая очень красота красиво, да? ждет, да. Особенно радует, что энергосберегающая. Ну, действительно, светодиодная техника, это она очень хорошая в этом плане. Да. Вот. Ну, а Ну, те, кто собираются на новогодние выходные в Новосибирск, чуть поближе, могут встретить Деда Мороза дайвера. Дед Мороз, мокрый нос, дайвер в новогоднем костюме, покормил акул в Новосибирском центре океанографии. Дайвер в костюме Деда Мороза погрузился в аквариум с акулами Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» в Новосибирске. На кадрах, снятых в воскресенье, специалист океанариума кормит скатов, акул и других обитателей аквариума, которые собираются в очередь к дедушке за новогодними подарками. Как сообщили в Центре океанографии, Дед Мороз погружается на дно аквариума ежедневно в рамках специальной новогодней программы. Ну, а прямо сейчас... Морские жители тоже любят подарки. Ну, конечно. Да, Прямо сейчас, все. возможно, ну Да. нет, еще рано по времени, но уже совсем скоро начнется опять, может быть, уже не в костюме Деда Мороза, но опять пойдет этот дайвер кормить обитателей океанариума. Да. И это прекрасно. Ну, а с другими новостями нас ознакомят наши коллеги. Далее блок новостей. Энергообъекты Якутскэнерго работают в штатном режиме. Якутская ТЭЦ, ГРЭС и ЕГРЭС-2, действующие в едином тепловом контуре, с наступлением морозов работают в штатном режиме. Подача ими тепла в магистральную сеть соответствует заданному температурному графику. Теплоэлектростанции Якутскэнерго, объединенные магистральными сетями в единый контур, обеспечивают теплоснабжение порядка 70% потребителей самого крупного города на вечной мерзлоте. Температурный график подачи теплоносителя в магистральные и внутриквартальные сети города Якутска устанавливается ресурсоснабжающей организацией по согласованию с администрацией городского округа. Если у нас, допустим, на улице минус 40, то мы потребителям выдаем 82 градуса. Если у нас минус 30, то всего на 7 градусов ниже температура, это 75 градусов. По нормативу у нас температурный график, погрешность, в общем, плюс-минус 3 градуса. Но у нас чуть-чуть строже получается, мы придерживаемся плюс-минус 1 градуса. В Якутске проходит жеребьевка земельных участков для многодетных семей. Всего разыграют 106 земельных участков. Жеребьевка проходит 26 и 27 декабря в Якутске. По сообщению окружной администрации города, в первый день жеребьевки приняли участие 20 семей из 50 приглашенных. Фрагменты своих будущих участков представители многодетных семей вытянули в порядке очередности. Теперь землю новые владельцы смогут оформить в общедолевую собственность под индивидуальное жилищное строительство. Площадь участков, согласно закону, составляет от 10 до 15 соток. Почти 1,5 миллиарда рублей получил Мирнинский район на реализацию всех президентских национальных проектов. В Алмазном крае действует 8 программ: жилье и городская среда, демография, здравоохранение, культура, образование, малое и среднее предпринимательство, безопасные и качественные дороги и туризм и индустрия гостеприимства. Самым крупным является проект, связанный со строительством и жильем. В его рамках 53 молодые семьи получили субсидии на покупку квартир. Еще 4 жилищные сертификаты при выезде из районов Крайнего Севера. Также по программе идет переселение мирнинцев из аварийного фонда. Сегодня в районе осталось 57 таких домов.
На деньги проекта, инициированного президентом России, благоустраивают дворы и общественные территории. За смелость и храбрость наградили детей-героев. В канун празднования Дня спасателя России в столице состоялась церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. К награде представили 11 юных героев, которые оказались неравнодушны к чужой беде и помогли нуждающимся в трудную минуту. Среди детей-героев Виолетта Охлопкова, которая вытащила из горящего дома своего отца, инвалида второй группы. Награждение юных героев медалями за проявленное мужество в последние годы стало доброй традицией. Сегодняшнее мероприятие было посвящено юбилейному 10-му всероссийскому гражданско-патриотическому проекту «Дети-герои». Такие мероприятия традиционно организует Совет Федерации при поддержке МЧС. Благодаря храбрости этих ребят спасены жизни. Это произошло 29 мая в этом году. Мой папа вышел из комнаты и сказал, что чем-то пахнет, и сказал проверить гараж. Я открыла гараж, и там уже пылал огонь. Папа сказал позвонить пожарным, но я из-за паники забыла, куда положила телефон, поэтому папа позвонил сам. И мы попытались потушить сами, но не смогли. И я подумала и вытащила отца наружу. Совсем скоро Новый год, и елка – главный его символ. Возникает вопрос, сколько же стоят зеленые красавицы? Как узнала наша съемочная группа, на столичном рынке цены на искусственные елки варьируются в зависимости от высоты и материала, из которого они изготовлены. Полностью литые, максимально похожие на натуральные, дороже. Сочетание ПВХ и литой хвои дешевле. Дополнительные элементы, как встроенная гирлянда, эффект заснеженного дерева, на цену не влияют. Также есть возможность того, что вам снизят цену рублей на 500, а некоторые продавцы после покупки елки обрадуют подарком в виде новогодних игрушек. Например, 2 метра 80, 13 тысяч, 2,10, 17, 2,40, 22 тысячи. А на какой товар идет наибольший спрос? Ну, литые идут. И какой высотой? Ну, метра 80 и 2,10 самый ходовой. Плюс бонус идет, игрушечный подарок идет при покупке. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну а Новый год – это время, конечно же, чудес, исполнения желаний. Он приближается. И вот, говоря про исполнение желаний, группа получателей социальных услуг отделения социального проживания смогли поехать во Владивосток и увидеть море. Еще много чего другого они увидеть смогли. Давайте вот узнаем подробнее о их поездке в нашем следующем сюжете. В преддверии Нового года специалисты Республиканского комплексного центра социального обслуживания из отделения сопровождаемого проживания «Тренировочная квартира» получили возможность отдохнуть на берегу Японского моря. Наша группа в составе 10 человек поехала в город Владивосток благодаря тому, что Союз социальных работников Якутии выиграла грант «Алмаз Эргенбанка» к их 30-летию. Автором проекта по адаптивному туризму для людей с ментальной инвалидностью является председатель Союза Пахомова Наталья Николаевна. Группа состоялась из 7 получателей социальных услуг отделения социального проживания «Тренировочная квартира» и 3 волонтеров из числа сотрудников. Целью проекта было изменение социально-бытового статуса, повышение доверия к инвалиду, уменьшение тревожности у родителей и опекунов. Как только выиграли грант, начали подготовку с подбора ребят, которые посещали тренировочную квартиру, вели разъяснительную работу с родителями. Спасибо им, что доверились нам. Как рассказывают педагоги и воспитанники тренировочной квартиры, программа пребывания была настолько насыщена, что эти дни, проведенные в Приморье, пролетели для них как один миг. Мы убедились по практике, что ребята получили все необходимые навыки самостоятельного проживания. Некоторые ребята впервые путешествовали на самолете и на поезде. Мы заселились в хостел, где ребята могли готовить себе завтраки, ужины, стирки и так далее. Заранее у нас была договоренность с Приморским центром обслуживания населения. Они подготовили для нас насыщенную двухдневную программу, за что мы очень благодарны. И ребята увидели все достопримечательности города Владивостока.
Ребята очень довольны этой поездкой. Кто-то впервые в жизни ездил на поезде, а кто-то впервые увидел соленое море. Первый раз поехала в Владивосток? Да, пора. Ну, в частности, красивые. Все красивое. Что тебе в поезде понравилось? Сидеть. Сидеть пассажиром? Да, конечно. Я второй раз уже езжу на море. Еще что понравилось? Где вы побывали? Мы были еще в кинотеатре, по Щучьему велению смотрели все. Потом мы ходили еще на море, в поезде ездили. И еще океанариум. Там понравились тюлени, рыбки, живые пингвины, все хорошо. Да, Владивостоке нормально понравилось. Да, на поезде, мы ехали на поезде, Мы нормально, в поезде ехали, нормально ехали на поезде, хорошо ехали. Где вы остановились? Как там проживание было? Да, проживание нормально. Я хочу проживать под другом, проживать в вашем деле. Спасибо. Спасибо вам. Вот так в преддверии нового 2024 года у этих ребят сбылась мечта побывать на берегу Японского моря, увидеть красоты Приморского края и с удовольствием покататься по железной дороге от Якутска до Владивостока. Они надеются, что в следующем году они вновь побывают в городе у моря. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск. Зима – это сложная пора для нашей кожи, особенно в наших суровых климатических условиях. Как же сохранить здоровье эпидермиса, расскажет наша рубрика. Доброе утро! Площадь кожных покровов взрослого человека составляет 1,5-2 квадратных метра, а ее вес составляет около 15% от массы тела. Именно кожа защищает наш организм от большинства вредных воздействий, таких как болезнетворные микроорганизмы или ультрафиолетовое облучение. К тому же, одной из ее основных функций является поддержание в организме оптимального уровня жидкости. Однако довольно часто именно кожа страдает от недостаточного увлажнения. Происходит это как по естественным причинам, так и из-за неблагоприятного воздействия внешних факторов. Это может показаться не очень серьезной проблемой, но именно от того, насколько хорошо кожа удерживает влагу, зависит ее внешний вид. И для того, чтобы сохранить кожу защищенной, важно следовать нескольким несложным правилам. Правило первое – очищение. Внимательно следите, чтобы ваша кожа правильно очищалась. Для этого можно использовать любые подходящие вашему типу кожи средства. Правило второе – это увлажнение. Осенью специалисты советуют использовать увлажняющие крема для восстановления кожи, а зимой не пользоваться увлажнением перед выходом на мороз. Также важный элемент ухода за кожей – это питание кожи и всего организма. Необходимо подобрать питательный крем, подходящий для вашего типа кожи, которых сейчас существует множество. Есть несколько ключевых витаминов, которые стоит включить в рацион питания. Это витамин А, D, Е, К и магний В6. Следуя этим простым, но в то же время важным правилам, вы сможете помочь коже оставаться здоровой и красивой надолго и выполнять свои защитные функции. Будьте здоровы! Мы продолжим тему здоровья. Сегодня отмечается Международный день противоэпидемиологической готовности. И у нас сегодня в гостях Третьякова Мария Максимовна, заведующая отделом клинической эпидемиологии Якутской республиканской клинической больницы. Мария Максимовна, доброе утро. Доброе утро. С наступающим вас, во-первых, с праздником, в том числе профессиональным, потому что борьба с эпидемиями, ваш хлеб, скажем так, очень важный потому что здоровье всегда это важно. И для начала хотелось бы все-таки узнать так обширно, да, что же такое эпидемиология, против чего данное направление, с чем сражается данное направление медицины. Благодаря пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19
мы все столкнулись с этой чрезвычайной ситуацией для всего общественного здравоохранения, и особая роль была уделена эпидемиологии. Главная роль принадлежит федеральной службе, Роспотребнадзору, а в свою очередь в медицинских организациях работают врачи-эпидемиологи госпитальные. Основная функция – это организация противоэпидемического режима, надзор и контроль. Задач очень много, но главная цель – это недопущение распространения инфекции внутри медицинской организации. Ну вот конец года такой выдался немножко непростой, наверное, да, в плане эпидемиологической обстановки, да, много вирусов, и до сих пор люди болеют, да, школы закрывались, школы, детсады закрывались на карантин. И вот сейчас как обстоят дела? Ну вообще осенне-зимний период неразрывно связан с сезоном респираторных болезней, это ожидаемо, и поэтому с конца августа каждый год начинается вакцинальная программа против гриппа. Прежде всего это связано с организованными коллективами детей, да, детские сады и школы, потому что мы находимся в закрытых помещениях, общаемся и создаются условия для легкого распространения инфекций. Карантины – это механизм разрыва, механизма передачи любой инфекции. На данный момент, по данным прошлой 51-й недели, все равно эпидпороги превышены. И по ОРВИ, и по гриппу, и ковид у нас до сих пор циркулирует в популяции. Поэтому не нужно расслабляться, нужно вакцинироваться и придерживаться базовых эпидемиологических предписаний. Ну а так вот можно как-то спрогнозировать, что нас может ожидать? Ну, в принципе, да, сейчас к Новому году все готовятся, мы в том числе, да, у наших гостей интересуемся по мере возможности. Вот на новогодние праздники, да, вот длинные достаточно. Я так понимаю, все-таки, ну, за счет неработы школ и там детских садов, выходных, опять же, на работе, да, длительных, скорее всего, тоже эпидпорог будет уже, как бы, ну, не порог, а процент будет заболеваемости стабилизироваться. За счет того, что, да, у нас будут разобщения коллективов, но Новый год — это наши встречи с родственниками, с друзьями, все равно будет риск возникновения скопления людей, и вирусные заболевания будут циркулировать, но, в принципе, идет спад. Если вы себя плохо чувствуете, ограничьте общение с друзьями, а в общем все будет, я думаю, нормально. Поликлиники будут дежурить, дежурные врачи будут до 5 часов вечера, горячие линии работают, можете вызвать врача через приложение, через госуслуги, поэтому мы готовы к новогодним праздникам. Ну а вот если говорить после Нового года, потому что часто бывает, и вот, допустим, январь, да, конец января тоже, там, бывает там к февралю чуть подтеплеет, тоже какой-то вот рост заболеваемости, ну, да, это ожидаемый рост, потому что ближе к весне уже теплеет, как вы правильно сказали, и идет такой вот хвост эпидемиологический, когда в конце февраля и начале марта опять идет новый грипп. Сейчас циркулирует у нас грипп гонконгский H3N2, и обычно уже к февралю идет там грипп Б. Это связано с потеплением, с выходом людей в общественные места. Да, общение активное, да, больших масс. Ну, если все-таки вот мы заболеем, да, по такому же режиму, расписанию будут работать все поликлиники, то есть можно будет и на дом вызвать врача, никаких проблем с этим не будет. Да. А вот как защитить себя? То есть мы говорим, да, про, в принципе, там... Не ходить в гости, да, новогодние праздники, как вот не ходить дома. в гости? Да, все равно же какие-то вот средства профилактики, ну, и, наверное, многие их знают, но я думаю, повторить никогда не будет лишним. Да, у нас сезон начинается с конца августа и продолжается почти до апреля, март включительно. И самым главным и специфическим, конечно, является вакцинация против гриппа. Ежегодно состав вакцины меняется, и даже сейчас еще не поздно получить вакцинацию против гриппа. Не специфически это образ жизни, это прогулки на свежем воздухе, здоровое питание, здоровый сон. Какие-то применять лекарственные препараты я не рекомендую, лучше укреплять собственный иммунитет. Это гигиена. Гигиена кашля, общения, гигиена рук. Если вы себя плохо чувствуете, то не ходите просто в массовые места.
думайте Не о себе, заражайте да, других. и об окружающих людях. Ага. Ну, если вот говорить уже про ситуацию, заболел человек, да, ну, есть такой у нас, скажем так, грешок, да, у наших людей, самолечением заниматься, когда вот мы знаем, что это простуда, примерно как она протекать будет, там, туда-сюда, и все-таки какие советы в этом плане можете дать? Да, вот ОРВИ и гриппы очень часто начинаются очень остро, с высоких температур, 39-40, она может держаться до 4 дней, и это, конечно, пугает. Прежде всего, обратитесь к врачу. Вызовите врача на дом или сходите к дежурному врачу в поликлинику. Не принимайте антибиотики самостоятельно, потому что осенне-зимние болезни – это в основном вирусы, они не лечатся антибиотиками. Просто следуйте указаниям врачей. То есть надо всегда обращаться к врачу. Запомните это. Мария, ну вот и последний вопрос, да, что касается вакцинации, вы сказали, что еще не поздно, да, а самое такое оптимальное подходящее время, когда необходимо ставить вакцину? Осень, зима, вот какие месяцы? Лучше все это сделать в сентябре. В сентябре. Перед сезоном антитела вырабатываются в течение 2 недель. То есть вот когда у нас начинается сезон, это вот ноябрь в основном, вы уже будете защищены. И если и заболеете, то протечет это очень легко, в виде насморка, может быть, небольшого першения, но без температур и осложнений. Так называемая легкая форма. Легкая форма, да. И Новый год пройдет хорошо. Да. Ну, во всяком случае, не лежа в постели. Странно, наверное, 12 куранты бьют, а ты с температурой не очень в состоянии. Мария, вам спасибо огромное. Вам тоже здоровья, с наступающим Новым годом. Да. Ну, а вам, дорогие телезрители, конечно же, слушайтесь рекомендаций врачей и самолечением не занимайтесь. Есть как бы люди, они учились долго, они продолжают учиться каждый день, чтобы ваше здоровье беречь. Ну, а мы напоминаем, что в начале программы было задано 2 вопроса. Те, кто первыми ответили на них, ну, есть уже такие, ответили на них первыми и правильно, они получат подарки. То есть первый вопрос, он касался музыкальной такой темы, и, соответственно, победитель получит вот билет на «Добрые молодцы» ВИА, вокально-инструментальный ансамбль. Да, на 2 персоны, да, по-моему? Ага. 1 билет, соответственно, на 1 человека. То есть в одни руки хиты на бис, идут вот эти замечательные пригласительные в одни руки. А вопрос был такой. Какой оркестр традиционно дает новогодний концерт утром в день Нового года? Мы, конечно, естественно, мониторим, следим всегда. И первая на этот вопрос ответила Лилия Никифорова. Это Венский филармонический оркестр. Мы поздравляем вас. Подарок вы свой заберете, мы с вами свяжемся и расскажем, как это сделать. Второй вопрос касался уже украшений новогоднего. Кто правильно ответил и первым, да, опять же, такой есть человек, получит вот замечательную серебряную елочную игрушку. Вот, Катя, как вопрос звучал? Вопрос звучал, из-за чего пришла идея вообще делать елочные игрушки в виде шаров. Да, вот. И тут такой момент, да, вот у нас была Анна, но она просто написала, что изначально шарами были засушенные яблоки. Но вопрос звучал, из-за чего? А из-за чего начали делать их круглыми? Потому что однажды неурожай яблок был очень сильный, из-за этого стеклодувы решили просто делать стеклянные яблоки, но потом появились шары. И правильно на это ответила непосредственно Марфа, вот, ну, без фамилии, просто Марфа, вот у нее тут 2 ответа сразу. Второй ответ касается как раз неурожая. Мы с вами также свяжемся, поздравляем, вы получите вот одну из этих замечательных елочных серебряных игрушек. Ну, а те, кто, сегодня кому не повезло, да, у вас есть еще одна возможность уже завтра получить в подарок вот эти замечательные игрушки. Да, поэтому не расстраивайтесь, шансы есть всегда. Да, ну а мы все-таки к концу дня узнаем, что за окном. Что там за окном? Вдруг кто-то сначала, да, не с самого начала с нами, но и хочет узнать. Давайте, да. Что же нас ждет. Сегодня на 6 часов утра в центральных районах температура воздуха составила 38-44 градуса. В заречной группе 36-47, 47 зафиксировано в Хандыге. А в южных от 24 до 32,
В Вилюйской группе 36-39 градусов мороза, в Нижнеленских 40-42, а в западных 28-29, это теплее всего на данный момент, а в Колыма-Дигирской группе 41 в Черском и 53 в Усть-Мере. В Янских минус 30, 46 зафиксировано под Нагаем. И на северо-западе от 29 до 34 составила температура воздуха. А в городе Якутске в 6 часов утра зафиксировано минус 42 градуса. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ну а днем нам, еще раз повторяем, обещают небольшой снег. Ветер подует северо-западный со скоростью 1,5 метров в секунду. Днем температура воздуха в городе Якутске составит 34-36 градусов мороза. Поэтому одевайтесь теплее. Да, несмотря на то, что декабрь такой, конечно, достаточно щадящий, теплый, я бы сказал. Вот, видимо, Катя, ты на эту ловушку попалась, подкашливаешь что-то. Подкашливаю, Мы только что разговаривали, что надо беречь свое здоровье. Надо было ставить прививку в Надо сентябре. было ставить прививку, надо было теплее все равно одеваться. Вот сейчас советую всем тоже теперь теплее одевайся. А вам, дорогие телезрители, мы желаем не болеть, конечно же, особенно перед праздниками. Кому это нужно, согласимся. И, конечно же, хорошего дня. Последние дни перед Новым годом. Да. Отличного настроения. С хорошим настроением идем за подарками, если есть время. Да. Или просто с хорошим настроением сидим и дожидаемся уже, хотя бы 29 декабря, а кто-то может и 31 декабря. Хорошего дня, до завтра.